Аяйра 117, приблизительное время 14:30. Казалось бы, ничего не предвещало беды, как вдруг раздалась автоматная очередь. В центре города застрелена молодая девушка, которая на месте скончалась от полученных ранений. Трагическая весть мгновенно облетела весь город. Через час об этом уже знала вся страна. Вот только причина убийства на тот момент оставалась неизвестной. Позже выяснилось, что убийцей 31-летней Гульгаз Мамедовой является Виктор Джанба, с которым женщину связывал общий ребенок. В 2014 году у Гульгаз Мамедовой и Виктора Джанба родился сын. Через год женщина обратилась к адвокату Инги Габилая с просьбой защитить ее права на ребенка. Дело дошло до суда. Тогда судья Сухумского городского суда Архан Чедия вынес решение в пользу гражданки Мамедовой, удовлетворив ее исковое заявление об определении места жительства малолетнего ребенка. Джанба исполнил Виктор данное решение суда, ребенок был передан матери, но потом он обжаловал данное решение судьи Чедия в Верховный суд. Верховный суд, кассационная коллегия по гражданским делам определила, что было судебное решение отменено, но отменено оно было по основанию, что не был определен график общения отца с сыном. То есть и дело было передано в тот же суд, в том же составе, тому же судье Архану Чедия. Но так как у нас ребенок уже, у Гульгаз Мамедовой ребеночек находился уже по ее месту жительства, и конфликт как бы он сгладился, и мы приняли решение не через судебные инстанции, а путем диалога. Спустя какое-то время вновь начались проблемы у Гульгаз Мамедовой с Виктором Джанба. По словам адвоката Инги Габилая, Виктор Джанба не раз грозился забрать ребенка и не показывать его матери. Но и тогда конфликт был на время исчерпан. Они договорились, что отец мог видеть ребенка по первому своему желанию. Он в любой момент мог забрать ребеночка. В основном они так приняли решение, что ребенок с пятницы по воскресенье на выходных днях, то есть когда он позвонит по любому первому его желанию, она ребеночка отдавала ему по месту его жительства, то есть она давала общаться с бабушками, с дедушками, с родственниками. Гульгаз Мамедова была бесконфликтным человеком на самом деле. Она пыталась всегда найти диалог с ним, но тем не менее у них конфликты возникали. Я, насколько знаю, мне Гульгаз звонила неоднократно, жаловалась о том, что он приезжал домой, устраивал конфликты, скандалы. Она обращалась в Гудаутское РОВД. Я не знаю, официально она обращалась, с письмами официально. Знаю, что участковый неоднократно с Гудаутского РОВД приезжали по месту жительства, пытались урегулировать конфликт. Знаю, что конфликт, вот, например, в ноябре месяце был. После совершения преступления Виктор Джанба явился в милицию с повинной. В отношении него прокуратурой города Сухум заведено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное приобретение и хранение оружия». Изъято орудие преступления, автомат. Мамедова, согласно наружному осмотру, получила 3 проникающих огнестрельных ранения, одно из которых в сердце. Все ранения были нанесены на расстоянии от 1 до 2 метров. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 99 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Джанба задержан. В настоящее время ведется его допрос. В течение суток будет решен вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражей. Убийство женщины, которая боролась за право быть со своим ребенком, взбудоражило все наше общество. Преступления активно обсуждают и в социальных сетях, и осуждают преступника, какие бы мотивы у него не были. Понятно, что все будут внимательно следить за ходом расследования. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение.